Это программа «Актуальное интервью». Как ресурсоснабжающее предприятие обеспечивает население водой? Будут ли перебои с ее подачей, плановые отключения в период паводка и как оплатить услуги дистанционно? Об этом мы спросим у гендиректора компании «Водоканал» Анатолия Кырджагасова. Анатолий Андреевич, здравствуйте. Добрый день. В каких условиях сегодня работает предприятие и насколько ситуация с коронавирусом и связанные с ним ограничения затронули водоканал? Ну, безусловно, вот данная ситуация не могла не коснуться и нашего предприятия. Мы сейчас работаем совершенно, скажем, в тех условиях, в незнакомых условиях, которые нас коснулись, как и всех якутян, впервые. Но, конечно же, мы усилили существенно меры безопасности. Значит, в входах везде установили ультрафиолетовые лампы, значит, измеряется температура работников, все обеспечены масками, перчатками, средствами индивидуальной защиты, ну и, конечно же, само собой, спецодеждой. Значит, вход мы категорически уже запретили посторонних лиц. Это на станцию биологической очистки стоков и водозаборные сооружения. Это, конечно же, стратегические объекты, куда вход посторонних лиц категорически запрещен. Ну, наш производственный блок при этом работает в штатном режиме. Значит, административно-управленческий персонал в количестве 80 человек, они работают на удаленке. А как эта ситуация сказывается на платежах? Значит, как показала практика, вот первой половины апреля на платежах, конечно, очень сильно сказывается. У нас платежи упали. Если мы ранее до 20 апреля в среднем собирали где-то уже 70-80%, то сегодня у нас собираемость упала до 40%. Это, конечно, не есть хорошо. Ну и в марте мы где-то недособрали 8 миллионов. Анатолий Андреевич, а какие есть способы оплаты услуг, какие действуют на сегодня и насколько в текущей ситуации выросли объемы оплаты дистанционным методом? Значит, способы оплаты у нас есть любые, достаточно много. Кроме того, у нас единственное, нет собственных касс, мы используем кассы энергосбыта, как и многие предприятия. Значит, у нас есть возможность оплаты через сайт водоканала, есть возможность оплатить, значит, через личный кабинет, зарегистрировавшись в сайт водоканала, есть Сбербанк онлайн, есть Алмаз-Энергосбанк онлайн. И через эти сети можно и подавать, значит, показания приборов учета. В сложившейся ситуации есть ли отсрочки по платежам и будут ли начисляться пени, если оплату произвести в кассе после снятия ограничительных мер? Значит, на сегодня на основании постановления правительства Российской Федерации нет у нас, мы пени не начисляем до 1 января 2021 года. Значит, что касается отсрочек, то тем пострадавшим отраслям и предпринимателям, особенности малого и среднего бизнеса, возможно подписание соглашения об отсрочке. Приближается период паводка. В 2019-м, особенно если сравнивать с годами ранее, жители Якутска не особо почувствовали ухудшение качества воды. Как сложится ситуация этой весной? Чего ждать? Этой весной ситуация будет так же, как в прошлом году. Никаких ухудшений качества воды не будет. Значит, для этого водоканальцы отработали и завершают подготовительные работы.
недавно мы завершили очистку одной половины водоочистных сооружений. Сегодня уже заканчиваем вторую половину. Это очистка накопившегося за зиму мусора, грязи, ревизия арматуры, оборудования. Она практически завершена. Мы 27 апреля начинаем уже завершающую финишную очистку полностью. Ну и к 1 мая будем готовы принять, ждать паводка. Есть ли в графике плановое отключение? Сейчас это особо будет ощутимо, когда люди сидят дома. Значит, плановых отключений мы не планируем. Значит, единственное, если будут какие-то просьбы со стороны энергоснабжающих организаций, такие остановки в аварийном порядке бывают. Анатолий Андреевич, а как новая станция показала себя на практике? Были ли уже случаи замены оборудования или их частей, или ремонтные работы? Значит, замены оборудования не было. Новая станция находится еще на гарантийном обслуживании до ноября текущего года. Больших нареканий нет. Мы в тесном контакте работаем с подрядчиком. Подрядчик, понимая важность этой ситуации, очень тесно во всем с нами работает и участвует в наших работах по ремонту, по техническому обслуживанию нашего оборудования в водоочистных сооружениях, водозаборных сооружений. А будут ли вестись плановые ремонтные работы в сетевом хозяйстве? Плановые работы в сетевом хозяйстве обязательно будут вестись. Значит, в летнее время. Значит, мы планируем полностью отревизировать наши колодцы. Около 400 штук запорной арматуры и поменять около 700 погонных метров водоводов. Этим летом, значит, все, конечно же, будет зависеть от поступлений, от доходов. Как я уже ранее говорил, доходы падают, поэтому я хотел бы призвать население все-таки отнестись с пониманием и с большой ответственностью, потому что от воды зависит, во-первых, без воды невозможно жить, и во-вторых, от воды зависит, будет ли нормальное теплоснабжение. Как бы мы все знаем, теплоснабжение у нас подается водой, через воду. Анатолий Андреевич, а как нынешняя ситуация может отразиться на финансовом состоянии предприятия? Будут ли оказаны какие-то меры господдержки? Значит, мы включены в системообразующие предприятия, региональные системообразующие предприятия, и поэтому, конечно же, надеемся, и правительство Республики Саха-Якутия, и Министерство ЖКХ и энергетики с пониманием к этому относятся. Мы все вместе работаем над тем, какую помощь можно было бы оказать. Конечно же, в связи с этой ситуацией мы посчитали, что недосбор у нас может быть в районе где-то 160 миллионов. Значит, я думаю, решение будет принято в ближайшее время. Анатолий Андреевич, спасибо вам за беседу и удачи в вашей работе. Спасибо. О работе Якутского водоканала мы говорили с гендиректором предприятия Анатолием Кырджагасовым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.